Добрый вечер. 19 мая, четверг, 811-й день аннексии Крыма, заман на АТР. Ильмий Умеров получил статус обвиняемого в экстремизме. Сегодня в управлении ФСБ по оккупированному Крыму в Симферополе состоялся первый допрос заместителя председателя Меджлиса. Адвокат Эмиль Курбетдинов рассказал, что Умеров воспользовался своим правом и не дал никаких показаний. Предъявили обвинение. Теперь я поменял статус, теперь я не подозреваемый, а обвиняемый. Сегодня было Ильмию Умерову предъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. В этом постановлении уже более подробно описывается, какие фразы все-таки они посчитали уголовно наказуемыми. Но Ильмий Ага по 51 статье Конституции отказался бы пока давать какие-либо показания. В принципе, на этом у нас все и закончилось. Копию постановления получили. Дальше уже будем по ситуации решать, как и действовать дальше. 4 крымским татарам из Кировского присудили по 20 часов обязательных работ. Такое решение вынес суд оккупированного Крыма за то, что вчера молодые люди участвовали в автопробеге в честь траурного дня депортации крымских татар. Их остановили сотрудники полиции и обязали проехать в участок, где оформили нарушения. Первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джилял порекомендовал перед проведением митингов советоваться с правозащитниками. Ребята поторопились дать некие показания, может, испугавшись, может, не желая какие-то неприятности иметь. И, мягко говоря, повелись, видимо, на то, что говорили сотрудники полиции. В результате сегодня в Кировском районном суде было 4 суда, 4 ребят обвинили в нарушении статьи 20.2. Это нарушение общественного порядка и правил проведения демонстраций, митингов, шествий, пикетирований. В результате суд вынес решение назначить каждому 20 часов обязательных работ по 4 часа каждый день. То есть в течение 5 дней они должны отработать свое наказание. По автопробегу там как минимум было нарушение правил дорожного движения, где сотрудники ДПС должны были выписать админпротокол и максимум какой-то штраф. А теперь ребята совершенно по иной статье получили решение, а после 3 таких решений в отношении них может уже начинаться уголовное преследование. Вот такие вещи нужно, конечно, учитывать. Поэтому быть внимательными, не торопиться с решениями и всегда ставить в известность гражданских активных людей, которые знают, как в таких случаях действовать. Оккупационные власти Крыма игнорируют общие принципы права. Об этом сегодня говорили руководитель Меджлиса, министр юстиции и украинская хельсинская группа. Возбуждение российскими властями так называемого дела Меджлиса стало практически неизбежным, когда оккупанты поняли, что им не удастся заручиться поддержкой крымско-татарской общественности. С утра в оккупационном Крыму принимают меры против тех, кто участвовал в годовщине депортации крымско-татарского народа. Об этом сегодня заявил председатель Меджлиса Рифат Чубаров. Перше рішення суду вже є по Кіровському району. По Кіровському району там молодих хлопців, які в зорганізований спосіб рухалися на машинах з прапорами, їм присудили, здається, по 20 годин примусових робіт. Тобто тут проблема не в мірі покарання, а проблема в тому, що вони все одно будуть обходити всіх. В том, что Меджлис запретят, Чубаров не сомневался. Правовая позиция российской оккупационной власти настолько слабка, что они ищут поводы для запрета Меджлиса в его деятельности, говорит юрист Аркадий Бущенко. Працюємо над підготовкою подання до міжнародних органів, до Європейського суду з прав людини. Тут дуже великий шанс, ця справа буде виграна. Якщо не в російських судах, на що у нас мало сподівань, то на міжнародному рівні так точно. Минюст перед Кабмином будет инициировать обновленные списки лиц, причастных к запрету Меджлиса с будущим наложением санкций. Я зараз тут звертаюся до пана Чубарова з проханням, щоб оновили список всіх тих осіб, які зараз безпосередньо причетні до так званих фейкових рішень по забороні Меджлісу. Як би там не розповідали представники Російської Федерації, що для них санкції – це
не має ніякого значення. Має це значення до Росії, то рано чи пізно режим Путіна закінчиться, а вони виїдуть в ту чи іншу країну, їх там можуть в тому числі і заарештувати, або заборонити виїзд, або забрати активи. Украина обжалует запрет Меджлиса в Европейском суде по правам человека. Против России уже готовы 5 исков. Эльвина Сидбулаева, Алексей Христенко, Заман, АТР. Крымско-татарские активистки провели стихийную, спонтанную акцию под стенами Верховной Рады Крыма. Молодые мамы вместе с малышами прошли мимо здания, произнося крымско-татарские и мусульманские лозунги. В годовщину депортации в Симферополе спели крымско-татарские песни. Таким образом, крымско-татарское население города выразило боль и переживания своего народа. К подобным акциям крымчане прибегли из-за запрета российской администрации проведения траурных мероприятий. Оккупационные власти Крыма открыли мемориал жертв депортации. Товарный вагон установили на станции «Сирень» в Бахчисарайском районе. Именно оттуда в 1944 году отправили первый эшелон с крымскими татарами. Многие считают, что такой памятник больше похож на угрожающий намек, чем на мемориал памяти погибших. На мой взгляд, то есть отражает те события, которые происходили в 1944 году. Но монумент дает возможность погрузиться там полностью в ту ауру, в ту ситуацию, которая была 18 мая того года. Это правильно. Я уверен, что мы должны сохранить память о тех людях, которые погибли во время депортации. Соответственно, дать возможность родным и близким приезжать, вспоминать о своих родных, понимать, какой трудный путь они прошли, и сделать все, чтобы это не повторилось. Главный раввин Украины Яков Блаих требует от мировой общественности признать геноцид крымско-татарского народа. Такое заявление он сделал вчера во время выступления на митинге памяти жертв депортации крымско-татарского народа. Также Блаих сравнил Холокост с депортацией крымских татар. Посмотреть, чтобы наш голос был услышан по всему миру. Повторяется сегодня то, что мы, к сожалению, чувствовали во время Холокоста, когда все народы замолчали. Убили евреев, никто не поднял, никто ничего не сказал, никто не хотел спасать. И сегодня самое главное, то, что я чувствую, как евреи, которые живут здесь на Украине, и везде я говорю об этом, что где вы, где все народы, где Организация Объединенных Наций, где все других стран, они все заняты своими проблемами. Сегодня отсюда должен выйти такой крик, чтобы это было слышно всего мира, что мы не замолчим, пока не будет решения этого вопроса. Решение этого вопроса – это что люди должны жить на своей земле, и никто не имеет права выгнать людей. В Канаде поддержали крымско-татарский народ. Вчера на заседании парламента Канады депутаты почтили память жертв депортации крымских татар и выразили поддержку лидеру крымско-татарского народа Мустафе Джемилеву. Канадский депутат-консерватор Джеймс Бизан провел параллель между депортацией крымских татар Иосифом Сталиным и событиями, связанными с аннексией Крыма. Мистер Спикер, легендарный лидер крымско-татарского народа, депутат Верховной Рады Украины сегодня в Оттаве. И мы вместе с ним хотим почтить память жертв коренного народа Крымского полуострова, который был депортирован советским тираном Иосифом Сталиным. Более 230 тысяч крымских татар были депортированы в 1944 году. Около 100 тысяч из них погибло.
Сейчас история повторяется снова. Со времени нелегальной аннексии и оккупации Крыма под мишенью президента Путина снова оказались крымские татары. Так называемые крымские власти нарушают права крымских татар, ущемляют права на свободу вероисповедания, атакуют средства массовой информации и закрывают крымско-татарские каналы. Народный парламент крымских татар был выдавлен с полуострова. Мистер Джемилева не пускают в Крым. Его сын находится в тюрьме. Мистер Спикер, сколько бы времени ни заняла деоккупация, Канада всегда будет считать Крым неотъемлемой частью Украины. Партия «Яблоко» провела в Москве митинг, посвященный Дню депортации крымско-татарского народа. Митинг разрешили, но запретили флаги. На нашем митинге нет крымско-татарской символики, нет украинской символики. Она нам была запрещена властями. Но эта символика, она у нас в голове, понимаете? Запретить мысли наши власти пока не научились. Мои родители крымские татары. Когда их депортировали, папе было 25 лет, он был защитник Севастополя, а маме было 20. Я родилась на третий день в вагоне. Около 150 человек было в вагоне, мама рассказывала. Осталось 50. Дети и старики все умирали. Мне теперь 72 года. Я каждый день утром вспоминаю, как мама рассказывала, что даже не ждали остановки, открывали двери и выбрасывали мертвых людей, стариков и детей. Так воля судьбы. Что бы я ни делала, поступая в аспирантуру, занимаясь историей диалектов крымских татар. Я говорю, сейчас это будет для меня очень тяжело здесь. А мои родители говорят, тебе Бог дал жизнь, ты осталась жива. Во всем вагоне одна ты, только что родившийся ребенок, остался жива. Говорит, у нас даже не было тряпки, чтобы тебя завернуть. Значит, так положено. Значит, Бог тебе дал жизнь, чтобы ты что-то сделала для народа. Зачем все русскому Ивану, да с пулеметом на плече, святым крестом, да по Корану? Зачем? Внук командующего депортацией крымских татар 1944 года принес свои извинения. В 72-ю годовщину тех событий Василий Гатов, известный журналист и медиа-менеджер, который сейчас живет в США, назвал это преступление геноцидом, требуя международного суда. Сегодня годовщина одного из самых позорных событий в истории Советского Союза – депортации крымско-татарского народа. Мне не так уж просто писать эти слова. Мой родной дед был командующим этой операцией. Май 1944-го – дни, когда советская армия освобождала уже земли Европы от нацистской машины геноцида, когда понятие лагерей смерти уже вполне было понятно солдатам и офицерам. В эти самые дни Сталин решает, что еще один народ, весь от детей до героев, враг. Выселение. Как стыдливо названо это в соответствующих документах чеченцев, балкарцев, немцев Поволжья, крымских татар, литовцев, латышей и эстонцев. Это не что иное, как форма геноцида. Никогда не признанного, никогда не оплаканного и никогда не оплаченного. Крымские татары и чеченцы с ингушами – народы, которым досталось от СССР и досталось от России. Это не только стыд, это не только грех, это преступление, повторенное дважды, с особым цинизмом в составе организованной группы, с целями, полностью попадающими под уголовные статусы Международного суда. И до тех пор, пока он в той или иной форме не состоится, каждый раз в мае любой разумный и трезвый человек должен будет повторять одни и те же слова. «Простите, если можете». В Киеве представили карту топонимика Крыма, на которой указаны крымско-татарские названия населенных пунктов. Инициатор и автор проекта создания карты Вахтанг Кипиани уточняет, что в ней учтена вся история полуострова, поэтому некоторые пункты подписаны 2-3 названиями. Ідея виникла тоді, коли я зрозумів, коли кримська історія, окупаційна історія почалась, я зрозумів, що мені не вистачає, хоча я багато років цікавлюсь Кримом, пишу про Крим, і на сайті «Історична правда» у нас є багато матеріалів під тегом Крим. Мені не вистачало візуально-ілюстративного матеріалу. І фактично я в багатьох публікаціях, пишучи про Крим, писав назву населеного пункту, яким ми знаємо зараз, і в дужках писав кримсько-татарську назву. Іноді доводилось навіть спеціально просити, щоб це не викидалось, щоб пам'ять про ці міста, селища, села з'являлися. І важливість цього знання, воно ще більш важливе з огляду на те, що відбувається зараз в Криму. По суті, відбувається вичавлення
національного інтересу і самої громади людей, які живуть на своїй батьківщині з регіону. Нема людей, нема проблем. І от в даному випадку з'ява цієї карти – це, можливо, певний, можливо, жест допомоги, плече допомоги, щоб люди в Криму знали, що прийде час, коли їхні селища, їхні села, їхні міста будуть носити ті самі назви, які були за часів їхніх предків. На этом пока все. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами.